Ассаляму алейкум, урметли сeyirciler, акшам шәріфлеріңіз хайырлы олсын. Бүгін салы күні саат 19 Милли телеканалының жаңлы эфирінде ачықлав программасы. Январь айында біз программамыздың чықышларыны бөлі бір эсабат шекілінде кечірмеге қарар алдық. Демек, студиямызға қанун чықарыжы ве иджра акимиет векілеріні давет етіп, кешкен сенің нәтижелері ақында ве олған мәселелер ақында сөз жүрсетеміз. Кешкен сефер біз студиямызға Ахмеджит район мемориятының векілерін давет етіп, іште район сәкелерінің яшайышы ақында сөз жүрсеттік. Бүгін ісе Дигер районындан мұсафырыны давет етіп, бұл субетіні девам еттірмеге түрішачақмыз. Іште бүгін программамыздың мұсафыры Ақшейх район меморияты оғынды миллетлер ара мұнасебетлері бойынша бөлік рейсі Али Джапеш. Али бей, салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Рады видеть вас у нас в гостях. Али бей, прежде чем мы начнем нашу беседу, я хотела бы обратиться к нашим телезрителям. Как всегда, в нашей студии работает телефон. Сегодня в нашей студии представитель администрации Раздольнинского района, поэтому всех жителей Раздольнинского района просим быть внимательнее. Если есть вопросы по нашей теме, мы ждем ваших звонков, постараемся обязательно дать все ответы на волнующие вас вопросы. Алибей, приступим к нашей беседе. Сегодня, как вы поняли, будем говорить об обустройстве, о жизни Раздольнинского района. Да? Прежде всего, что бы хотелось спросить, в Раздольнинском районе сколько проживает крымских татар? Ну, официальная цифра – это 3214 человек крымских татар из 30 633 человек общего населения. Вот. Но по неофициальным данным это цифра где-то в 5-5,5 тысяч человек крымских татар, проживающих в Раздольнинском районе. Ага. Алибей, ну, говоря о 2016 год уже прошел, но мы по традиции подводим некие итоги. В прошлом году на обустройство репрессированных народов Раздольнинским районом в Раздольнинском районе сколько было средств на обустройство репрессированных народов? Ну, на обустройство у нас было выделено Государственным комитетом по делам межнациональных отношений сумма в 20 миллионов. Она была выделена на выкуп жилья для депортированных и на помощь на завершение строительства. Вот. В 2016 году была оказана помощь 4 застройщикам. Вообще подали документы 8 человек, но так как получились неполные пакеты документов у 4 из этих застройщиков, была оказана помощь всего лишь 4. То есть у них был собран полный пакет документов. Вот. Была оказана помощь в размере 900 тысяч рублей. Вот. Это на 4? Это да, это на 4, по 225 тысяч рублей на одного застройщика. Также было выкуплено 5 домов и 7 квартир на территории Раздольнинского района. То есть 12 объектов было выкуплено для депортированных в 2016 году. Алибей, ну вот вы говорите, что только 4 человека получили помощь, но это действительно за весь год, это, на мой взгляд, очень мало. Почему? Да. В чем ошибка людей? Может быть, просто плохая информативность? Может быть, вы знаете, не знают, какие документы, допустим, нужны? Да, есть немножечко, конечно, такая проблема. Проблема такого плана, что зачастую люди не понимают. Помощь оказывается на завершение строительства, то есть на вновь начатое строительство. Многие приходят с просьбой об оказании помощи. Конечно, к большому сожалению, мы не можем им оказать помощь, так как есть законы, да, и так как есть постановление Совета Министров и так далее. Вот. И эти люди обращаются, чтобы завершить строительство к пристроенному дому. Они пристраивают там кухню, веранду и хотят, в общем, закончить ремонт там. Ну, к сожалению, так как это дом, который уже сдан в эксплуатацию, мы не можем оказать помощь таким людям. Вот, согласно букве закона. То есть какова в целом процедура получения материальной помощи? Что необходимо в первую очередь сделать человеку, который хочет получить эту помощь? Ну, для начала нужно сам объект, то есть незавершенное строительство, да, как я изначально говорил. Это должен быть дом, у которого есть, там, к примеру, коробка, накрыта крыша. Вот. На само здание есть документация, и как бы соответствующая документация есть на землю. Алибей, я вас вынуждена прервать, да. У нас уже есть телефонный звонок, давайте послушаем, потом продолжим. Алло, салям алейкум.
Алло. Да. Алло, мы вас слушаем. Да, слушайте меня? Алло. Алло, это Ленур Ислямов говорит. Да, слушаем вас, Ленур Бей. Селям алейкум. Да, насылы, саухлат. Аллаха шүкір, сіз насылсыңыз? Да, тоже Аллаха шкур. Bu alibellerden senden çıktılar bu alibeller. Каким образом bu alibeller yardım edecekler halkımıza? Айтсын, ne yapacak ola? И айтқан соң, бұл өзінің babasına, anasına айтсын. Қайсы көйде bu alibeller çıktılar böyle. Bu kadar hapishanede oturgan bizim Tatar milletlerden adamlar var. Bunlar lafeteler diler biz razdolneden bir şey yapacak olamız. Geçen bu hapishanede oturgan adamlar için televizorda көрсетпейсiniz. Millet деген kanalımızda. Ne için? Али Бей, сіз ешіттіңіз суалны? Yok. Тек мен ғалба ешіттім, не үшін техники бір зайыф мен білесем олды. Шымды Ленур Ислямов бізге телефон açtı. Али Бей сізге мұраджат етті. Обращался к вам Ленур Бей. Говорил о том, какую помощь вы, как представитель администрации, можете оказывать нашему народу. Вот, в общем-то, о чем мы сегодня и говорим. Мы с вами говорили о предоставлении материальной помощи, да, как люди могут получить материальную помощь. Вы начали говорить о процедуре, давайте продолжим этот разговор. Да, ну, людям мы ежедневно оказываем помощь, и никому, ну, как бы на сегодняшний день не отказывали. Ну, как бы я уже, были у нас съемки, я говорил, что мы постоянно оказываем помощь, и методическую, и правовую, в плане чего? В получении справок о реабилитации. На сегодняшний день очень тяжело людям получить архивные справки из мест спецпоселений, то есть Узбекистана. Там, бывает, порой приходит там дедушка, которому 80 и более лет, там, или бабушка, которые еле поднимаются на 3-й этаж ко мне, да, в кабинет. Вот. И они говорят, что как бы, ну, не можем получить справочку о реабилитации. Вот. Мы делаем запрос, в течение месяца человек получает ответ из мест спецпоселений, подает архивную справку, получает справочку о реабилитации, получает льготы, положенные да, тем людям, которые были депортированы во время Второй мировой. Плюс, ну, как я говорил, у нас была оказана помощь на завершение строительства в 2016 году. У нас было выкуплено 12 объектов, то есть... Мы начали говорить о справках о реабилитации, Али Бей, вот, но в соотношении с тем, вот сколько вы сказали, да, в начале программы, сколько вот крымских татар проживают в Раздольнинском районе, скажите, какая часть уже смогла получить вот справки о реабилитации? Ну, смотрите, как бы я постоянно мониторю этот вопрос. Изначально в 2014 году, в 2014-2015 году число получивших справочку о реабилитации у нас на территории района составляло 30-40 человек всего лишь. Вот. На сегодняшний день она составляет в районе 200 человек. То есть это понятно, что как бы небольшая, да, ну, небольшое количество людей, но тем не менее мы стараемся всячески помогать людям, чтобы они не ждали, они делают запрос, ну, изначально справочку о реабилитации выдает МВД. То есть так как МВД делает запрос из Узбекистана, Узбекистан не отвечает, эти люди не могут получить справку о реабилитации. Мы, не дожидаясь ответа из архива Узбекистана, делаем свой частный запрос. В течение месяца человек получает ответ и получает, потом предоставляет ему в МВД республики и получает справочку о реабилитации на руки. И получает все льготы. Али Бей, ну вот очень важно, чтобы была налажена обратная связь с людьми, да, правильно? Вот именно даже в вопросе получения справки о реабилитации в некоторых в районах, в администрациях вот люди сталкиваются с такой проблемой, что ну, просто вот отвергают, да, почему-то, или ну, не хотят услышать, ведь разные ситуации бывают. Вот у вас как налажена обратная связь в районе? Ну, Али Бей, прежде у нас есть звонок, давайте послушаем телефонный звонок. Давайте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сорвался звонок. Если можно, перезвоните, пожалуйста, мы обязательно вас выслушаем.
Алибей, ну вот об обратной связи мы начали говорить, да? Да, как бы, смотрите, ну, я неоднократно выступал и выступал в Государственном совете Республики Крым перед депутатами всех уровней власти, рассказывал, ну, по этой анкетке заявления, которую мы разработали, да, там я раздал номера своих телефонов, и на сегодняшний день мне звонят и с Евпатории, и с Сакского района, и с Джанкойского района. То есть депутаты все взяли контактный номер телефона мой и звонят мне в любое время, готов всем помочь, пожалуйста. Всем могу предоставить ее для того, чтобы человек, ее со слов заявителя, она составляется, эта анкетка заявления, делается запрос, приходит ответ, и все. Все как бы очень просто. Алибей, ну еще важный вопрос, это жилищный вопрос, жилищные. Вот скажите, как у вас обстоят в районе дела с очередью? Квартирный учет, сколько человек стоит и кому прежде всего выдается жилье? Да, у нас на территории района 12 сельских поселений, то есть сельских советов. Вот, ну, на сегодняшний день у нас было 46 человек в очереди. В отдельной квартирной очереди для депортированных было 46 человек. Из них, получается, на 12 из них мы уже выкупили на сегодняшний день жилье, да, на территории района. То есть осталось, получается, сколько у нас? 34 человека в очереди нашей. Вот. Получается, очередью занимаются у нас сельские поселения. Вот. Человек приходит по месту регистрации. Если он нуждается в улучшении жилищных условий, его ставят на отдельный квартирный учет. Потом мы запрашиваем у сельских поселений их данные, они предоставляют нам своих очередников. Мы их сводим в сводный список. Вот, и согласно дате постановки на учет выкупаем жилье очередникам. Ну как у вас, наверное, как-то делится на какие-то категории, да, там льготные категории, вот кому прежде всего выдается? Допустим? Смотрите, у нас эта категория людей считается льготной, поэтому по постановлению Совета Министров мы выкупаем жилье по дате постановки на учет. То есть, если человек стал, к примеру, там 01.01.2001, а следующий стал там 02.2001, да, там 02.01.2001, значит, этот будет первым, тот будет вторым. Алибей, у нас вот есть телефонный звонок, да, давайте послушаем. слушаем. Алло. Алло. Алло, салям алейкум. Да. Салям. Алейкум Салям салям. алейкум. Да. Алибей, я хочу задать вот такой вопрос. Вот получил я участок, мне уже за 80 лет. Как я буду строить дом на мои пенсионные вот этот несчастных 10 тысяч рублей? Сколько мне дадут деньги, чтобы я построил дом? Скажите, а где вы живете? Я буду получать, я живу сейчас в Евпатории, но я буду получать участок в Акшихском районе, оттуда я депортирую. Согласна за вопрос. Скажите, пожалуйста, вы его будете получать или получили? Он его будет получать. Будет получать, да? Я поняла. То есть в вашем районе будут получать участок, но вот хотят узнать, возможно ли получить какие-либо средства на строительство, да? В общем-то, мы об этом и говорили. Да. Ну, как бы сумма у нас, можно сказать, как бы небольшая, да, это сумма в 225 тысяч рублей, но просто имея земельный участок, голый земельный участок, навряд ли ее можно получить. Почему, скажу? Потому что помощь вот мы выделяется... не закончили говорить о процедуре помощь выделяется на завершение строительства. То есть при использовании этих средств человек должен закончить и по мере возможности заселиться и жить. То есть данная помощь оказывается тем людям, которые не могут, даже вот, ну, как бы у них нет возможности вселиться и дальше по мере возможности продолжать там, да, дальнейшее строительство. Вот. На эту сумму человек может построить себе 2 спальни, там, кухню и санузел. Вот. Ну а дальше уже по мере возможности, как говорится, иншаллах, там, продолжать свое. То есть на каждый частный случай выезжает комиссия и изучает, да? Выезжает, у нас есть созданная комиссия при администрации, она выезжает на место, изучает степень строительной готовности, все это актируется, протоколируется, и на основании этого заседает комиссия,
и, соответственно, выделяется эта материальная помощь. Алибей, ну вот раз заговорили об участках, да, вот как у вас обстоят дела с земельным вопросом? А есть ли определенная очередь, кто получает и так далее? Да, ну, земельные участки также, вот, ну, как я и говорил, ну, они есть, да, и люди получают их. Сейчас у нас на администрации нашего района разрабатывается генплан района, вот, согласно которого и полностью будет потом перераспределяться вся земля и будут оформляться все эти земельные участки. На сегодняшний день, конечно, да, есть некоторые жилые массивы, где есть проблемы, конечно, и люди не могут переоформить, потому что на соответствующую территорию нет генплана. Вот. Но как бы уже в этом направлении на сегодняшний день работает наша администрация, и я думаю, что в ближайшем будущем будет у людей возможность оформить все эти земельные участки. А так нет никаких проблем. То есть, если человек нуждается, если он проживает в течение 5 лет предыдущих проживал на территории района, да, то есть нет проблем, без проблем. Человек может получить, если он нуждается, опять-таки. Если за ним нет закрепленных земельных участков, либо То есть каждый отдельный либо случай дома, изучается, да? да? Да, да, да. То есть каждый отдельный случай изучается. Ну и говоря об отдельных случаях, вот у нас мы также общаемся, конечно, с жителями Раздольнинского района. Вот буквально сегодня к нам на адрес поступило вот следующее сообщение. Гульбахор Расуловна, она проживает в поселке Новоселовское Раздольнинского района. Она многодетная мать, но при переезде в Крым у нее были утеряны документы. Следовательно, сейчас у нее дом находится в аварийном состоянии, сама она безработная, плюс ко всему ее хотят лишить материнских прав. Вот она обратилась к нам за помощью, но, следовательно, вот этот вопрос мы адресуем вам. Как быть в ее случае, к примеру? Смотрите. То есть она тоже рассчитывает на некую помощь, хотя бы вот в достройке жилья. Да, смотрите, ну по данному вопросу как бы... Вам известно об этом случае? Да, Расулова Гульбахор, да, она у меня была. Я знаю, что она многодетная. Как бы я уже неоднократно и предоставлял ее и в Государственный комитет. У нас было, в общем, запрашивали тех людей, у которых паспорта Узбекистана, да, и на сегодняшний день они не являются гражданами Российской Федерации. В Государственный комитет по делам межнациональных отношений я уже ее предоставлял вместе с ее детьми, со всеми. Вот. Также неоднократно говорил, это очень острая проблема, не только ее, а вообще это место компактного проживания крымских татар наших, ПГТ Новоселовская. Там очень острая эта проблема, и она не одна там такая, там их очень много. Вот. Но как бы недавно на совещании в Совете Министров Руслан Исмаилович Бальбек говорил, что будет в скором времени, по-моему, в феврале месяце, они планируют принять в третьем чтении изменения в 115-й федеральный закон. Пункт 8 и 9. В плане того, что депортированные, а также их дети и даже внуки, когда заработает этот закон, если его примут в третьем чтении, Госдума наша, да, то есть человек, будет такая процедура, человек с архивной справкой о том, что его там дедушка или бабушка, либо там мама или отец были депортированы, он придет в ФМС и, предоставив ее, получит разрешение на временное проживание, либо вид на жительство. Точно так же и с ней. Я знаком с этой проблемой, как бы, и уже неоднократно делал запросы в ФМС. Вот. Ну, там ссылаются на то, что ее отправляют в Москву, в посольство Узбекистана. Ну, а посольство Узбекистана не хочет содействовать, к сожалению, большому нашим гражданам почему-то, не знаю. То есть все упирается... У меня уже с Раздольнинского района больше 8 человек были в Москве, и все эти поездки были безрезультатными. То есть они просто потратили деньги и также приехали назад. Им там оказана помощь не была вообще. На сегодняшний день это, конечно, очень большая проблема. Как бы мы стараемся этот вопрос решить. И сейчас, вот на данный момент, она обратилась к нам в администрацию. Вот. Ну, иншаллах, завтра займусь этим вопросом, будем решать. Потому что там очень большая проблема именно с
Расулы Гульбахора Сроровна. Я думаю, что мы тоже вот возьмем на контроль Постараемся ей этот помочь. вопрос, да, Постараемся будем ей освещать помочь всячески. эту историю. Алибей, переходя к социальным проблемам, вот сколько у вас в районе мест компактного проживания крымских татар? Ну, у нас в районе в основном, получается, места компактного проживания, это такие, как ПГТ Новоселовская. Там, получается, из 3100 человек 1700 крымских татар. Это село Березовка, там, по-моему, цифра в 800 человек. И поселок Раздольное, там тоже есть место компактного проживания нашего, где проживают наши соотечественники. Там, по-моему, 1100 человек, если не ошибаюсь. С какими проблемами там сталкиваются? Как обстоят дела с инфраструктурой в этих местах? То есть дороги, газ, вода? Ну, в основном проблема у нас в районе, ну, как бы та проблема, которая больше всего встречается, все равно это справки о реабилитации. Это несомненно. Это паспорта российской, ну, то есть гражданство Российской Федерации, да, это самая большая проблема. Вот. Но так, в основном весь район газифицирован. Вот в Новоселовске, по-моему, нет газа у них. Вот. Ну, я знаю, что по программе ЖКХ они попадают, ну, в общем, до 2020 года, по-моему, они попадают под эту программу, и Новоселовская тоже будет газифицирована. Ну, скажите, а как вот с обустройством дела обстоят? То есть детские сады, школы, какие-либо спортивные площадки? Чем могут похвалиться жители Раздольнинского района? Ну, мы можем похвалиться. У нас есть детские сады. И детский сад, он, кстати, недавно полностью была реконструкция в ПГТ Новоселовском. Там, кстати, очень много детишек наших, ну, крымско-татарского населения. Это очень большой садик тоже в поселке Раздольном. Это школа с крымско-татарским языком обучения в селе Березовка. Это школа в ПГТ Новоселовском. Там тоже есть классы с крымско-татарским языком обучения. Вот. И, как бы, ну, что очень радует, конечно, большинство олимпиад районных и республиканских в основном выигрывают наши крымско-татарские дети, ну, то есть молодежь крымско-татарская. Скажите, а сейчас вот активно работает такой проект, как открытие билингвальных групп в детских садах. Это, то есть группы, где обучаются на двух языках дети, и на крымско-татарском, и на русском. У вас такого нет? Да, вы знаете, как бы не скажу вам, не буду вас обманывать про детский сад, но в школе, вот мы были, допустим, к нам, кстати, приезжал Милет, и у нас была съемка. Я был, кстати, удивлен. В классе из 10 человек, по-моему, 5 человек это дети, ну, то есть не мусульмане, да, то есть христиане. То есть они без проблем, они сами изъявили желание и говорят, мы хотим изучать крымско-татарский язык. И без проблем изучают и общаются на крымско-татарском языке. Мне было, конечно, очень приятно. Алибей, ну, наша программа потихоньку подходит к концу. Скажите, на 2017 год какие планы, что в приоритете? Утвержден ли, допустим, уже бюджет? Да, бюджет у нас утвержден. Также на 2017 год, опять-таки же, мы попадаем под программу по выкупу жилья и по помощи на завершение строительства. Да. Будем активно работать и всем готовы помогать, как бы без проблем. Мой кабинет на 3-м этаже, 311-й кабинет, всегда готов всем помочь. По мере возможностей в рамках закона, без проблем. Всех рад видеть. Алибей, за ваши ответы, за то, что посетили нашу студию Чох Сау. У нас наша программа постепенно подошла к концу. Я думаю, что у нас получился с вами достаточно открытый сегодня разговор. Чох Сау у нас. Ждем вас в следующий раз у нас в гостях. Урметли сержлер, мені хатırlатам, бүгін студиямыздың мұсафыры Ақшейх район мемориеті оғынды миллетлер ара мұнасибетлері бойынша бөлікнің мудирі Али Джапеш олды. Умют етемізге сержлерімізді мерақландырған бұтын сөйлерге біз бүгін жауап бердік. Ачықлав программасы бөлелікнен сонына етіп сізлерінен бір аптаға қадар сағлықлаша. Ақшамларны сырат кеш сон, көрішіне күзірем, сағлықнен қалыңыз.